На этой неделе в Чебоксарах должны приступить к строительству Чувашского кадетского корпуса Приволжского федерального округа. Там будут учиться дети, которые в будущем пополнят ряды военных, силовиков и госслужащих. Сейчас для нового здания готовят территорию в парке за ДК тракторостроителей. Сегодня в Доме правительства эта тема стала одной из главных в повестке дня. Кто вызвался помочь республике реализовать этот проект и когда его планируют завершить, расскажет Мария Никифорова. В сентябре 2018 года Чувашский кадетский корпус примет не только школьников Чувашии, но и ребят из соседних регионов. Учиться здесь будут, начиная с 5 класса. У нас не было такой современной инновационной кадетской школы, где 400 ребятишек в перспективе будут жить, учиться, тренироваться в круглосуточном режиме. И удовольствие, питание, завтрак, обед, обмундирование – все будет за счет бюджета. Чувашский кадетский корпус Поволжья создан на базе Республиканской кадетской школы имени Кочетова. Четверть века она размещается в старом здании на улице Константина Иванова. Нынешние условия пока не позволяют ученикам получать полноценного кадетского образования. Строительство новой школы условно разделили на 3 этапа. Первый и второй – это возведение основного здания и спального корпуса на 250 мест. Объекты планируют ввести в эксплуатацию в августе следующего года. Третий этап – это строительство ледового катка. Ввод в эксплуатацию в 2019 году порядка 300 миллионов рублей, ориентировочную стоимость. На прошлой неделе в Министерстве обороны России подписали соглашение о содействии в строительстве Чувашского кадетского корпуса. Такая форма обучения успешно себя зарекомендовала. Она позволяет воспитывать всесторонне развитых и патриотически настроенных граждан. Уверен, что это позволит воспитанникам корпуса научиться быть самостоятельными, ответственными людьми. Особенность этих учебных заведений состоит в том, что решением министра обороны, они все закреплены за соответствующими видами и родами вооруженных сил. 2 кадетских корпуса у нас закреплены за воздушно-десантными войсками, 1 за военно-морским флотом, 1 за сухопутными войсками. Но 1 кадетский корпус у нас работает в системе Росгвардии и Министерства внутренних дел. У нашего кадетского корпуса будет воздушно-космический и военно-морской профиль. Кстати, свою подпись под документом поставил и Виктор Вексельберг, председатель совета директоров группы компаний «Ренова». Он полностью оплатит строительство спального корпуса на 250 мест. Саму школу планируют сделать закрытой из 4 блоков – учебного, общественного, спортивного и спального. С детьми будут работать военные. Помимо учебных классов здесь разместят тир, студию звукозаписи, киностудию и кабинет робототехники. Кадетский корпус построят за Дворцом культуры тракторостроителей. Контракт с подрядчиком уже подписан. Стоимость объекта более 600 миллионов рублей. Это будет 6-я по счету кадетская школа в Поволжье. Такие же корпуса уже есть в Башкирии, Татарстане, Удмуртии, Пермском крае и Нижегородской области. Мария Никифорова, Павел Ирытков. Вести. Чебоксары.